Туранцы на авестинский язык туранием, в зороастризме название кочевых восточноиранских народов. Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба Турана и Ирана занимает центральное место в Авесте. Туранцами 3000 лет назад в момент формирования участия степных восточноиранских племен экономического уклада кочевого отгонного скотоводства стали называть ираноязычных представителей данного, тогда совсем нового, вида хозяйственной деятельности. И первым нарекло туранским именем своих собратьев-кочевников, самоназвание которых – саки, само же восточноиранское оседлое население тогдашней территории Казахстана и юго-западной Сибири, не принявшие отгонно-кочевую экономическую революцию тех своих родов, которые в первые века первые тысячелетия до нашей эры и стали саками. В более поздние времена туранцами называли саков, массагетов, кушан, парнов-протопарфян, южных эфталитов и других северо-восточноиранских народов. Термин обозначал практически всю Среднюю Азию, где обитали эти народы. В персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана. Фердауси и более поздняя иранская традиция считала туранцами тюркоязычные племена. Современные историки отрицают версию в Шахнаме из-за ее нереальности и того факта, что другие источники рассказывают совсем другую версию. Масуди пишет об ошибочности данной идентификации, в отличие от Фердауси, который в своей поэме, наоборот, поддерживает эту точку зрения, складывавшуюся под влиянием постоянных вторжений тюркских племен в Магараннах и преобладающих негативных настроений среди персидских националистов. Сами тюрки культивировали легенды про Афросиаба как тюркского героя после того, как они вступили в контакт с иранцами и хорошо ознакомились с иранской культурной традицией. Эдмунд Босворт, описывая появление тюрок в мусульманском мире, отмечает, что один из немногих ученых, рассмотревших Шахнаме с историко-критических позиций, Тадеуш Ковальский, указал, что Туран героической эпохи едва ли может быть идентифицирован с тюрками, что казалось естественным во времена Фердауси, ибо древние персы почти не имели контактов с тюрками. Туран Фердауси в действительности – кочевники индоевропейцы евразийских степей, от массагетов до эфталитов или хионитов иранского народа. Ибн Хаукаль и Абу Исхак аль-Истахри в своих географических трудах сообщают о Туране совсем в другом месте, и еще в XVIII веке Келатская долина называлась Тураном, Белуджистан. Первоначально британские и советские антропологи не ошибались насчет того, что белуджи, пуштуны, таджики и народы Балтистана являются потомками тех саков и массагет, которых в Авесте именовались турами. Согласно энциклопедии Иреникр, из-за проникновения тюркских племен в Центральную Азию, где, как предполагалось, жили туранцы, Туран ошибочно отождествлялся с тюрками, а Иран и Туран часто стали означать персов и тюрок, тогда как в оригинальной традиционной истории они представляют собой два иранских народа, оба из которых – потомки Фаридуна, но занимают разные области и часто воюют друг с другом, главным образом в результате кровной мести. Тем не менее, они имеют тесные отношения, и между ними случаются смешанные браки. Некоторые из героев персидского национального эпоса, такие как Кейхосров, Сиевуш и Сухраб, являются потомками персидского отца и туранской матери. Согласно научным данным, обитавшие в Туране противники Ирана были по происхождению иранцами, как оседлыми, так и кочевыми.